Продолжаем дополнять информационную картину пятницы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот основные темы этого часа. Сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется в Вилюйской группе районов. Озвучим свежие данные. В Нерюнгри все чаще поступают жалобы в отдел ЗАГС от желающих вступить в брак, в чем недовольны молодожены. Выпускники Якутии сегодня сдают ЕГЭ по истории и физике. Сколько человек выбрали эти предметы для экзамена? Растет площадь лесных пожаров в Якутии. По сведениям Минэкологии, продолжает тушить 17 возгораний в 12 районах. Более 1100 человек и почти 150 технических средств борются с огнем. За сутки ликвидировали 5 возгораний, но тут же обнаружили 5 новых природных пожаров. Недалеко от населенных пунктов огонь фиксируют в Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Тампонском, Таттинском, Алекминском и Устмайском районах. Продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в Хангаласском, Тампонском, Нюрбинском и Верхневилюйском улусах. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Вилюйской группе районов, где зарегистрировано 6 крупных очагов. На общей площади с момента обнаружения 5117 гектар. В том числе 2 пожара в 5-километровой зоне у населенных пунктов Нюрбинского района. В рамках межведомственного маневрирования сил и средств для тушения природных пожаров на территории региона проводится поэтапное увеличение группировки. 6 локомотивов поступят на Эльгинское месторождение в этом году. Их произвела компания «Промышленные решения» в рамках договора, подписанного зимой. На Брянском машиностроительном заводе в июне начали испытания 3 магистральных тепловозов, заказанных «Эльготранс». Начало эксплуатации этих тепловозов на Эльге запланировали на середину июля. Остальные передадут предприятию в сентябре. Напомним, эльгинский проект готовится к вводу в эксплуатацию новых тепловозов на собственной железнодорожной линии Эльга-Улак в рамках модернизации транспортной инфраструктуры. А на территории Алданского района найдены 6 частей ракетоносителя «Союз-2-1Б», запуск которого был произведен с космодрома «Восточный» в конце мая. Отделившиеся части головного обтекателя будут утилизированы на космодроме. Ракетоноситель стартовал в 20 часов 38 минут по московскому времени. Полет ракеты могли увидеть жители Алдана. Эти съемки сделаны сотрудниками Алданского комитета государственного экологического надзора. Траектория прошла над Алданским и Кобейским районами. После падения ракетоносителя начались поисковые работы отделившихся частей. В настоящее время поиски завершены. В местах обнаружения обломков экологи взяли пробы почвы и воды. На сегодняшний день вынесено 6 фрагментов от участка падения и отработаны 8 фрагментов по линии экологии, то есть отобраны пробы под фрагментов и фоновые пробы. Изученные исследования показывают, но превышения предельно допустимых концентраций нету, отсутствует. И все фрагменты вывезенные увозятся в сам космодром «Восточный». В Нюрбинском комбинате показатель использования автосамосвалов превысил 87%. Увеличить производительность 90-тонных машин удалось после внедрения идеальной смены. Проект запустили в Нюрбинском ГОК 2 года назад. На предприятии значительно снизили простои при проведении пересменки и заправки транспорта. Внедрили систему Hot Seat. Она позволяет исключить простой самосвала во время обеда, когда основных водителей заменяют. Сегодня в Нюрбинском комбинате эксплуатируют 45 и 90 тонников. Рекордный показатель использования техники достигли в мае. Планируем продолжить работать в этом же направлении. Будем снижать время простоев автосамосвалов в ожидании погрузки. Также будем повышать среднетехническую скорость и будем повышать коэффициент использования грузоподъемности. Выпил корвалол и лишился водительских прав. В такой ситуации оказался один из московских водителей в январе 2012 года. Сначала автомобилист даже не мог сказать, каким образом запрещенное вещество попало в его организм, но вспомнил, что употреблял успокоительное лекарство за 2 дня до этого случая. Корвалол – не единственный препарат, который может сыграть с водителем злую шутку. Что еще наркологи не советуют употреблять, садясь за руль, узнавала Ксения Журавлева. Раннее утро воскресенья в поле зрения сотрудников госавтоинспекции попадает подозрительный автомобиль. Пустились в погоню, остановили. Девушка за рулем не ожидала, что ее пригласят пройти в автомобиль сотрудников. Мы же вас спросили, употребляли, нет? У вас имеется запах? Нет.
Это вчерашний. Сегодня нет. Да, можете дуть. Дуть, а не затягивать. Позже его наличие в организме подтвердит алкотестер. Задержанная умывалась горючими слезами, просила отпустить. Таких лихачей за майские праздники на дорогах Ленска выловили больше 20. Впереди не менее опасный сезон. У нас получается всегда лето намного больше пьяных, чем по сравнению с зимой. Так получается, у нас пляжный сезон всегда открывается, шашлыки. Попасться на измерение алкометром могут даже не пьющие граждане. Все дело в продуктах. Алкотестер показывает положительные результаты после употребления несвежих цитрусовых, кисломолочных продуктов, а также после безалкогольного пива и кваса. Мы решили проверить, может ли купленный квас показать положительный результат на наличие алкоголя. Выпьем стакан и через 15 минут дунем в мундштук алкотестера. А теперь засекаем 15 минут. Давайте кошай. Задержанный практически моментально получает чек с результатами. Сотрудник ГИБДД по Bluetooth передает показания на принтер, идущий в комплекте с алкотестером. Водитель может быть не согласен. Тогда его придется проехать в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Отказываться от медицинского освидетельствования без уважительной причины не стоит. Такой водитель автоматически становится нарушителем закона. Исключения допускаются крайне редко, к ним относятся угроза чьей-то жизни и опасность для общества и государства. Но такие случаи обязательно нужно доказать аудио- или видеозаписью с инспектором или свидетелями. Не только алкоголь может оставить водителя без прав. Есть лекарства, влияющие на реакцию человека. Обычно в инструкции производитель предупреждает об их влиянии на способность управления транспортом. Необходимо избегать прием следующих лекарственных препаратов, некоторые, которые снижают концентрацию внимания, вызывают сонливость. Ну и некоторые продукты домашнего приготовления, квасы, которые может при нарушении технологии могут привести к брожению, появлению запредельных содержаний алкоголя. Ну и, соответственно, после приема состояние опьянения будет. Тесты на наличие наркотических веществ в организме очень чувствительны. Некоторые из них могут обнаружить запрещенные вещества даже через несколько дней после приема. И этого будет достаточно для привлечения к ответственности. Так что людям, садящимся за руль, каждый день стоит внимательнее подходить к выбору продуктов питания и напитков. Ксения Журавлева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». В Нерюнгри все чаще поступают жалобы в отдел ЗАГСа от граждан, желающих вступить в брак. Чем недовольны молодожены, нам расскажет наш корреспондент Ирина Кичигина. Она на прямой связи со студией. Ирина, приветствую. Так, чем провинился ЗАГС? Приветствую тебя, Сергей. Отдел ЗАГСа в Нерюнгри в здании Центра культуры и духовности имени Пушкина работает с 1997 года. За это время сыграно более 13 тысяч свадеб. Сегодня молодоженам, чтобы попасть в зал для торжественной регистрации, необходимо пройти из такого коридора через небольшой холл с рабочими кабинетами. Далее подсобные помещения. И потом через узкий дверной проем, наконец-то, молодожены попадают в заветное место. Конечно, это не придает торжественности моменту, и с какими еще жалобами обращаются нерюнгринцы в отдел ЗАГСа, которые желают, чтобы этот день запомнился им надолго, нам рассказала главный специалист отдела Татьяна Шиманская. В основном, так как у нас сейчас обстановка напряженная, граждане требуют количество гостей, ведь все они хотят, чтобы рядом с ними присутствовали близкие их родственники. Но, к сожалению, это не позволяет. Максимальное количество – это 6 человек, включая жениха и невесту. И в основном это внешний вид нашего заведения. Особенно это крыльцо органа ЗАГС, которое у нас находится в ненадлежащем виде. Если ранее у нас был вход с Центра культуры и духовности, там у нас присутствовала комната жениха и невесты, это все было в более торжественной обстановке, но сейчас это невозможно.
Скажу даже о том, что в позволении наших помещений, узких проходов, были случаи, когда невесты же хотят быть в красивых нарядах, в широких платьях, но не позволяет. И получается, что платья повреждаются. Но я думаю, что единственным выходом решения данной ситуации это будет, конечно же, построение нового дворца бракосочетания, который есть во множественных других городах нашей Российской Федерации. Но, к сожалению, если даже у нас нет возможности на постройку, хотя бы можно отремонтировать наше заведение. Вот. Так же, как нам ранее предлагали здание 13-й школы, вот, но там, к сожалению, помещение не позволяет для проведения торжественных регистраций, ну и, в общем, функционала сотрудников органа ЗАГС и их работы. А пока обязательства по ремонту даже того здания, которое есть, на себя так никто и не взял. И вопрос, кто виноват и что делать, остается открытым. Сергей? Ирина, спасибо. Это была наш корреспондент в Нерюнгри Ирина Кичигина, а мы идем далее. На льготную программу семейной ипотеки правительство России дополнительно выделило 27 миллиардов рублей. Действие этой программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 родился либо родится третий и последующие дети. Льготная программа позволяет взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Заемщик, его супруг и дети должны быть гражданами России. Выпускники Якутии, планирующие поступать в вузы, сегодня сдают ЕГЭ по истории и физике. На экзамен по истории заявились примерно 950 человек, большинство из них выпускники текущего года. А физику сдают более 1200, из них порядка 800 выпускники этого года. Для сдачи экзамена открыли более 200 пунктов, все они оснащены камерами для видеонаблюдения в онлайн и офлайн режимах, а также металлоискателями. Испытуемые соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора, носят маски и перчатки. В частности, в 5-ю школу столицы пришли сдавать ЕГЭ 94 ученика из 9 школ. Дополнительный бланк. Таким стоит в аудитории. Если у вас по списку 8... В первом этаже детей встречаем, дети проходят с раскрытым паспортом. Паспорт должен быть без корочки. Сотрудник охранной службы проверяет, чтобы ничего не было пронесено в школьное здание вредного и запрещенного. С собой они берут только черные гелевые ручки и в нешелестящем пакетике развернутый шоколад и воду. К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.